Ну а продолжит наше общение с темой о церкви, которая дарит будущее, пастор церкви города Нарва, пастор Юрий Калинин. Также интересно узнать, что в свободное время он постигает знания садоводства, постигает знания ведения хуторского дела. Поэтому просим его на сцену. Jah, täpselt. Nii, Juri Kalinin, tema on siis aianduse, loomakasvatuse valdkonnas teadmisi omandav inimene ja ta on ka vabal ajal Narva baptisti koguduse pastor ja talunik. Väga hea kombo. Palun. Стоило завести мне пару овечек, уже все меня ассоциируют как с каким-то овцеводом знаменитым. Но на самом деле овцы помогают натренироваться. Вначале овцы, потом люди. И там слово пастор используется. Хорошо, друзья. К сожалению, как выяснилось, что я не всех, а даже, наверное, многих не знаю из вас, к сожалению, но я думаю, это все поправимо. Kahjuks sõbrad on tulnud välja nii, et ma kahjuks ei tea teid kõiki, aga ma arvan, me saame selle olukorra ära parandada. Главные вещи обо мне уже сказали, но есть еще две. Pealmised asjad räägiti minu kohta ära, aga on olemas veel 2 tükki. Здесь есть человек, которого люблю больше, чем вас всех. Siin on inimene, keda ma armastan rohkem kui teid kõiki. Это моя жена, которая куда-то... А, вон она идет. See on minu abiga, kes kõnnib seal taga kohvitassiga. Но есть тот, кого я люблю даже больше, чем ее, и его больше любовь ко мне намного. Это наш Бог. Aga on olemas see, keda ma armastan rohkem kui oma abikaasat ja tema armastus on suurem ja see on Jumala armastus. А теперь я хочу немножко узнать вас. Algul tahaks natuke teie kohta teada saada. Кто из вас уверовал в Бога, когда увидел сон про Него, и Он вам что-то сказал? Есть такие? Kes teist on usaldanud oma elu Jumala kätte, kui ta nägi unes, et ta peab oma elu andma Jumalale? Kas on selliseid? А возможно, есть те, которые пришли в лес или там на природу, увидели красивые горы, там ручеек, и осознали, что есть Бог, и это великий Бог, который вас искупил и спас. Võib-olla on sellised, kes on käinud näiteks kuskil metsas või kuskil nägid mägesid ja imestasid sellest loomingust ja tahtsid seda loojat oma elusse vastu võtta. Kas on selliseid? А может, есть те, которым Бог лично встретил и сказал, что «Я Бог, сотворивший небо и землю, и послав Сына, чтобы искупить тебя». Aga on äkki sellised, kellele Jumal otse ütles, et mina olen Jumal, kes on loonud maa ja taeva, mina saatsin oma poja Jeesuse Kristuse. Есть? Kas on selliseid? Один. Супер. Üks inimene. Super. Всего один. А остальные откуда узнали? Üks. Aga kuidas teised said Jumala kohta teada? Нас здесь около 100 человек. Meid on siin peaaegu 100 inimest. Но если округлим 100 будет, то 80 человек из нас, плюс-минус, это те, которые уверовали в Бога, потому что им рассказали либо их родители, либо близкие родственники. Siin, kui meid on siin näiteks 100, siis umbes 80 meist on need, kellele Jumalast on rääkinud nende vanemad või keegi lähedastest. Но, опять же, примерно 20 человек, плюс-минус, это, может, чуть побольше, но не насильно. Это те, которые услышали весть о Христе через своих друзей, коллег на работе, либо людей, близких им. Ja umbes pluss-miinus 20 inimest siit, kes nad on kuulnud Jumalast oma sõprade, kolleegide, klassikaaslaste käest. Максимально 5 человек, которые просто побуждение сердца зайти в дом молитвы, либо на улице услышали человека, который говорит о Боге, и заговорили с ним. Ja maksimum võib-olla 5 inimest on sellised, kes on võib-olla tulnud kunagi kuskile kirikusse sisse või on kuskil kohanud inimest, kes on tänava peal neile rääkinud näiteks Jumalast. И только один мы с вами увидели, что сверхъестественно услышал как-то о Боге и про Бога. Ja ainult üks on siin, kes on üleloomulikult kuulnud Jumala sõna ja on pöördunud Jumala poole. Почему так? Miks see on nii? Потому что наш Бог
использует свой народ для того, чтобы распространять царствие о нем. sellepärast et Jumal kasutab oma rahvast, et laiendada oma kuningriiki. Церковь, которая дарит будущее, это церковь, которая живет Христом и говорит о Христе этому миру. Kogudus, kes kingib tulevikku, on kogudus, kes räägib Jumalast ja räägib sellest lootusest, mille me leiame Jeesus Kristuses. Сегодня я буду больше говорить о детях и подростках, молодежи. Täna ma hakkan rohkem rääkima noortest ja teismelistest rohkem. Я не буду, как, наверное, привычно мне больше говорить проповеди или какие-то семинары. Ma ei hakka rääkima jutluse formaadis või mingi seminari formaadis. Я просто поделюсь с вами небольшим своим опытом и своими переживаниями. Ma tahaks lihtsalt jagada oma kogemust. Когда мне было 17 лет, Господь призвал и проговорил моему сердцу. Kui ma olin 17-aastane, siis Jumal kutsus mind ja ma võtsin ta vastu. С детства я знал, что Бог есть. Но только в 17 лет я осознал то, что я грешен, и без Него я не могу победить грех. Lapsepõlvest ma kuulsin Jumalast, aga 17-aastaselt ainult ma võtsin selle kutse vastu. И одно из невероятных вещей, которые Бог сделал, Он заменил мое сердце. Ja kõige imelisem asi, mida Jumal on teinud, ta muutis minu südame. Он очистил его от греха, дал силы побеждать грех. Ta puhastas selle patust, andis jõudu võita pattu. И дал невероятное желание изменять детей, подростков и молодежь. Ja andis enneolematu tahtmise muuta ka noori ja teismelisi. Я уже не мог проходить мимо, видя слезы детей, нужды подростков или переживания молодых людей. Ma juba ei saanud lihtsalt mööda minna nutvast teismelisest, kellel oli mingisugune probleem. И с тех пор большую часть своей христианской жизни я занимаюсь либо детьми, либо подростками, либо молодежью. Ja seetõttu suuremast osast oma kristlikust elust ma tegelen lastega ja teismelistega. 15 лет директор детского и подросткового лагеря. 15 aastat olen laste ja teismeliste laagri, olen direktor olnud laste ja teismeliste noortelaagris. Если суммирую, где-то 10-12 лет я был учителем воскресной школы. Umbes 10-12 aastat ma olin pühapäevakooli õpetaja. Где-то около того же, это время, когда я занимался молодежью. Ja umbes sama palju ma tegelesin noortega. За год последнее, это чем занимался? Это то, что Господь призвал меня на работу городским ребятам, те, которые не ходят в церковь. Viimase aasta jooksul on Jumal kutsunud mind tegelema noortega, kes on lihtsalt linna pealt pärit. И мы с командой 5 лет благовествовали, рассказывали, советовали, вытаскивали их с различных проблем. Ja koos tiimiga me tegime seda eeltööd, me rääkisime, me kutsusime neid noori. И когда мне позвонил Виктор и сказал, какую тему хочет, чтобы я поделился, я много думал мест Священного Писания сразу в мою голову о том, как надо идти проповедовать детям, молодежи, подросткам. Ja kui Viktor ütles mulle, et tuleb jagada mingit sõna, siis ma väga kaua mõtlesin, et millist kirjakohta ma pean valima või kuidas ma pean seda esitama, seda teemat. Это Ветхий Завет, Давид, наставь юношу в начале пути своем. See on Vana Testament, et kus Taavet ütleb, et pane noor õigele teele. Это и слова Иисуса, пустите детей, не препятствуйте им. Jeesuse sõnad, et laske lapsed tulla minu juurde, ärge takistage. Но есть одно место, которое совсем не похоже с ними. Aga on olemas üks kirjakoht, mis ei ole nendele kirjakohtadele sarnane. Но которое в мое сердце в первую очередь впустило страх. Aga mis eelkõige minu südamesse lasi sisse hirmu. И долгое время непонимания. Ja kaua aega ma ei saanud aru sellest kirjakohast. Я думаю, это место лучшее, что можно сегодня сказать. Ma arvan, et see kirjakoht on parim, mida võib tegelikult täna öelda. 4 книга Царств, 2 глава. Там всего 2 стиха, 23-24. Я своими словами, чтобы воле немножко было проще. Пророк Божий Seal oli siis prohvet. идет, у него есть своя цель, куда ему надо дойти. Ta kõnnib, tal on olemas teatud sihtmärk.
И выбегает толпа детей и подростков. ja jookseb välja lastekari И кричит ему, плешивый, короче, обзывает его, оскорбляет его, смеются. ja hüüab talle, ma ei tea, mul keegi peab nüüd ütlema seda, kiilakas, jah, kiilakas. Aitäh. И вот он, написано, проклял их. Ja on piiblis on kirjas, et ta needis need lapsed. И вышли две медведицы и растерзали 42 ребенка. Ja väljus siis 2 emakaru ja nad rebisid lõhki, need 42 last. Сейчас, когда я читаю эту историю, Kui ma täna loen seda kirja kohta, я понимаю, что сегодня в нашем мире тысячи подростков, детей и молодых людей в Эстонии, которых ежедневно проклинают. siis ma sain aru, et meie riigis Eestis on tuhandeid teismelisi noori, keda igapäevaselt neetakse. В нашей команде, когда мы работали с ребятами, Meie tiimis, kui me töötame koos teismelistega, одна сестричка через год подходит ко мне с такими словами. üks õde tuleb minu juurde selliste sõnadega. Юра, из-за тебя мои розовые очки, в которых я прожила больше 20 лет, упали и разбились. Jüri, sinu pärast mul kadusid roosad prillid silmade eest ära. 20 aastat olid mul ees roosad prillid. Я видела этих ребят в городе и думала, что у них нормальные семьи, как у меня, где дома их любят и ждут. В школах есть проблемы, но ничего сверхъестественного. Ma nägin neid noori, need teismelisi tänava peal ja ma alati, kui ma vaatasin neid, siis mõtlesin, neil on kõik hästi, neil on head perekonnad, iga vanemad armastavad neid. Когда в супермаркетах или в торговых центрах, где вы находитесь, всегда есть подростки, которые сидят. Либо слушают громкую музыку, либо в телефонах, либо снимают какие-то видосики с охранниками. Teate, kaubanduskeskustes, kui te käite, siis te näete neid teismeliste kampe, kes lihtsalt hängivad, kes kuulavad valjult muusikat või teevad videosid turvameestega. Я неоднократно слышал, как те же самые охранники проклинают, говорят, так что вы сдохли, да чтобы у вас все плохо было, да кто, как вас земля держит и так далее и тому Ja подобное. ma olen isiklikult kuulnud, kuidas need turvamehed neavad neid teismelisi, ütlevad, olgu te neetud, olgu, et kuidas maa teid üldse kannab, igast sellised sõnad. И эти ужасные слова звучат в адрес этих молодых людей. Ja need sõnad on adresseeritud nendele teismelistele. В школах, где люди поставленные, образованные, казалось бы, интеллигентные, те, которые посвятили себя этим детям. Koolides, kus õpetavad intelligentsed inimesed, kes on pandud õpetama lapsi. Я наслышал столько историй, когда в гневе оскорбляли, унижали при всех. Ma olen nii palju kuulnud, kuidas sellises raevus neatakse ja öeldakse halbu sõnu nendele lastele. Я был тем, которого учитель сказал, да я не верю, что ты способен, и просто не ставил мне выше тройки. Mina olen see, kellele õpetaja ütles, et sa ei ole võimeline ja ta ei pannud mulle üle 3 mingit hinnet. Ну, дом остался. Да, всех нас дома любят, ждут. Aga kodus kõik ikka armastasid, ootasid mind. Большинство из этих ребят дома не нужен никто им. Ma arvan, enamustele nendele, Точнее, они не нужны никому. enamused need teismelised ei ole kellegile vajalikud. Они могут жить в хороших семьях, в хороших с ремонтом в квартирах. Nad võivad elada heades perekondades, heades elukohtades, Но родителям они не нужны. aga vanematele nad ei ole vajalikud. Из этих ребят, которым мы занимались, по-моему, около 5, с 14 до 16 лет, которые жили уже самостоятельно в квартирах, которые дали им родители. Umbes 5 teismelist, kellega me töötasime vanuses 14–16, nad elasid juba ise korterites, mille vanemad olid neile hankinud. Возраст сексуальной активности, он понизился не то, что там до 16, до 14, до 12 лет. Seksuaalaktiivsuse vanus on langenud mitte isegi 16, vaid 14 ja nii edasi vanuse peale. Алкоголь для многих это стал нормой.
alkohol on saanud normiks paljude jaoks. И когда они собирались, у меня был честно один вопрос, который я им честно однажды задал. Ja kui me saime kokku, siis minul oli alati üks küsimus, mida ma tahtsin neile esitada. 40 человек, которые вне церковных, никак не связаны с церковью. 40 inimest, kes ei ole üldse kuidagi seotud kogudusega. Зачем вы сюда приходите? Milleks te tulete siia? Здесь же, как в школах, вас учим мы. Siin samamoodi nagu koolides me õpetame teid. Вы знаете, что я христианин, и я не одобряю большинство ваших действий. Te teate, et ma olen kristlane ja ma ei toeta enamus asju, mida te teete oma elus. Почему вы здесь? Miks te olete siin? И одна девушка сказала такие слова. Ja üks teismeline tütarlaps ütles sellised sõnad. Здесь спокойно. Siin on rahu. Здесь место, где мы можем задать любые вопросы тебе или твоей команде. Siin on koht, kus me saame esitada ükskõik milliseid küsimusi sulle või tiimile. И над нами не будут смеяться, что мы глупые, дурные, ничего не понимаем в этой жизни. Ja te ei hakka naerma, et te olete mingisugused rumalad, te ei saa mitte midagi elust aru. Здесь не оскорбляют и относятся с уважением. Siin ei öelda sulle halbu sõnu ja siin suhtutakse sinuga austusega. На день рождения мне ребята подарили открытку. Sünnipäevaks noored kinkisid mulle Это было пару лет назад. kaardi. See oli paar aastat tagasi. И там были слова, которые, я не плакал, но почти. Seal olid Я sõnad, мужчина, seal я olid, не могу плакать. seal olid sellised sõnad, mis nagu peaaegu ma hakkasin nutma. Ma tavaliselt ei nuta, aga peaaegu ma hakkasin nutma. Юра, вы единственный взрослый человек, с которым можно поговорить адекватно. Jüri, sina oled ainuke täiskasvanud inimene, kellega saab adekvaatselt rääkida. Вы представляете, у них есть учителя, у них есть родители. Kujutage ette, neil on olemas õpetajad, neil on olemas И vanemad. ни одного адекватного взрослого, по их мнению, с которым можно просто взять и поговорить. Ja mitte ühtegi adekvaatset täiskasvanud, kellega saab lihtsalt rääkida. Потому что этот мир проклинает их, а не благословляет. Sellepärast see maailm neab neid, mitte nad ei õnnista neid. Потому что сатана хочет их уничтожить. Sellepärast, et saatan tahab nad hävitada. Потому что они не будущее, Sellepärast, et nad ei ole tulevik. они уже настоящие. Sellepärast nad on juba olevik. К сожалению, часто вопрос мне задается: Юра, лагеря там, дети, больше сотни детей-подростков посещают ежегодно. Ja tihti mult esitatakse küsimusi, et need laagrid, 100 teismelised lapsed, nad iga-aastaselt käivad seal. Из них где-то 1/3 нецерковных. Ja umbes 1/3 on siis, ei ole kogudusega seotud. Что в городе занимаетесь работой. Et teete linnas nendega tööd. А что церковь-то не ломится от этих людей? Aga miks kirikud ei ole pungil nendest inimestest? Задавались когда-то таким вопросом? Olete te kunagi esitanud seda küsimust? Ответов много, друзья. Ja vastuseid on tegelikult palju. И однажды после такого вопроса у меня было в сердце уныние. Ja ükskord pärast sellist küsimust oli mul südames rahutus. И Господь посылал мне в различные ситуации, в различные места людей, которые свидетельствовали, что когда-то они в детстве слышали о Христе, а сейчас они служат Ему. Ja ma hakkasin kuulma selliseid, vaatama tunnistusi, kus inimesed rääkisid, et kunagi noores eas neile räägiti Jumalast ja nüüd nad on Jumala vastu võtnud ja teenivad teda. В этом зале есть молодой человек, Selles saalis on üks noor mees, который примерно 15-16 лет говорит мне, kes kunagi 15-16 aastaselt ütles mulle. говорит: Юра, у меня есть Библия, которую мне передали по наследству старшая сестра. Jüri, mul on olemas piibel, mille ma sain päranduseks oma vanema õe käest. У нас есть правило: до 18 лет я хожу в церковь, потому что я христианская семья. После 18 я жду этого времени, чтобы эту Библию передать дальше. Ja meil on perekonnas selline traditsioon, et 18-aastani me käime kirikus, aga pärast, kui ma saan 18, ma annan selle piibli edasi ja enam ma ei taha mingit seost, et mul oleks sellega. Но как мое сердце сейчас благодарно Богу, потому что сейчас Он превзошел меня в работе с молодежью
и подростками. aga kuidas ma tänan Jumalat selle eest, et ta on ületanud minu kõik ootused ja ta teenib ise noori ja teismelisi. Но это не произошло по щелчку. в один Aga момент. see ei toimunud niimoodi momendi pealt. Если вы в работе с людьми рассчитываете на быстрый результат, вас ждет поражение и разочарование. Kui te ootate kiiret tulemust, kui te suhtlete, töötate inimestega, siis teid ootab fail. Дети, подростки, молодежь, они нуждаются в посвящении. Lapsed, teismelised, noored, neil on vajalik pühendumine. Христос со своими учениками 3 года, друзья, 3 года с самим Христом проходили. Jüngrid käisid Jeesusega 3 aastat. 3 aastat. И то было у них сомнение, переживания. Aga neil olid ikkagi need sellised kahtlused, mingisugused mured. Апостол Павел, после того, как встретил Христа, Apostel Paulus, kui ta kohtas Jeesus Kristust, до первого миссионерского путешествия прошло, по-моему, больше 10 лет. esimese missioonireisini läks mööda umbes 10 aastat. Варнава, тот, кто в него вкладывал, наставлял, учил. Barnabas, see, kes õpetas teda, ta pühendus temale ja õpetas talle kõike. А мы сегодня хотим подойти к молодому человеку и сказать: эй, не деритесь, Иисус вас любит, веруйте в Евангелие, и все. И они стали христианами. Aga täna me tuleme laste juurde, ütleme, kuule, ära kakle, et Jeesus armastab sind, saa kristlaseks. Христос 3 года испорченное сердце человека менял. Jeesus Kristus 3 aastat muutis seda musta südant. А сколько нам надо времени, чтобы повлиять на кого-то? Kui palju meil on vaja aega, et kedagi mõjutada? К сожалению, времени не так много. Kahjuks aega pole nii palju. Как мне сказали, подводи итоги. Mulle öeldi, et hakka lõpetama. 4, но кратких момента. 4 momenti. Если вы хотите сегодня влиять на молодежь, детей и подростков, Kui te tahate täna omada mõju laste ja noorte peale, если вы сегодня хотите не проклинать, но дарить будущее своей церкви и людям вашего города, kui te ei taha täna neeta, vaid anda õnnistust nendele inimestele, kes on teie ümber, то вам необходимо 4 вещи. siis 4 punkti. Первое, начни с себя. Esiteks, alusta iseendast. Осознай свою зависимость от Бога. Teadvusta, et sa oled sõltuv Jumalast. Сами по себе, какие бы вы талантливые, мотивированные бы не были, Ükskõik kui talendirikkad või motiveeritud ei oleks, настанет момент, когда вы сдуетесь, руки опустятся, и вам просто будете ненавидеть всех. tuleb selline periood, kui teil käed langevad ja võib-olla te hakkate isegi vihkama kõiki. Мой личный опыт показывает, и статистика подтверждает это, Minu isiklik kogemus ja statistika räägib sellest, что большинство из вас сегодня борется с различными искушениями, et enamus teist täna võitleb erinevate sõltuvustega и многие имеют поражение. ja paljud kaotavad nendele sõltuvustele. Многие из вас сегодня стоят перед различными вызовами, которые вы не знаете, как побеждать, как преодолевать. Paljud teist seisavad paljude väljakutsete eest, mida te ei tea, kuidas neid võita. Работа с людьми – это всегда духовная работа, где сложно, тяжело. Töö inimestega see on vaimulik töö, mis on väga raske. И туда надо идти как к воину подготовленному, Ja sinna tuleb minna nagu ettevalmistatud sõdur, а не просто в свободное время заниматься этим. vaid mitte lihtsalt vabal ajal tegeleda sellega. И первое, начните себя, свои отношения с Богом. Перед тем, как свою веру передавать другим, поймите, что у вас с Богом хороший контакт. Ja esiteks alustage endast. Te peate mõistma, et teil peab olema hea kontakt Jumalaga, et kellegagi teisega teha tööd. Второе, молитесь о команде. Teiseks, palvetage meeskonna pärast, tiimi pärast. Я верю, что Бог может и через одного человека сделать великие дела, и мы видим это подтверждение и в Библии, и я в своей жизни это видел. Ma usun, et ühe inimese kaudu saavad paljud asjad tehtud, me loeme sellest Piiblist, ma olen isiklikult seda näinud.
Но Бог нас сделал социальными, чтобы мы, служа дарами, которые у нас есть, поддерживали и помогали друг другу. aga Jumal on teinud meid sotsiaalseteks, et me saaksime üksteist toetada ja koos teha. В тех командах, в которых Господь помогал или позволял мне служить, Nendes tiimides, milles Jumal aitas mul töötada, я не был лучшим. ma polnud parim. Однажды собралась команда по работе с подростками, конференцию делали. Я смотрю, на вот 6 человек собралось. Ükskord kogunes tiim, kes tegeles teismelistega ühel konverentsil. 6 inimest sai kokku. И я говорю им, что каждый из вас есть в чем-то лучше меня. Ma rääkisin neile, et igaüks teist on mingis asjas parem kui mina. Но у меня нет ничего, в чем я лучше кого-то из вас. Aga mul ei ole midagi, millest ma olen parem teist kõigist. Но почему-то меня именно Господь поставил над вами, чтобы вместе мы достигали цели. Aga just Jumal pani mind, et koos nendega ma saaks omada seda sihtmärki. Команда – это те люди, которые немощи носят ваши. И вместе вы обретаете силу. Meeskond on see, kes kannab üksteise koormaid. Третий момент. 3. moment. Идите к ребятам, а не ждите, пока они сами придут к вам. Minge ise noorte ja teismeliste juurde, ärge oodake, et nemad tulevad teie juurde. Мы говорили с командой, когда работали с городскими ребятами, то, что мы должны, с каждым я встречался и говорил, что на 2 года ты должен посвятить себя минимум этому служению. Kui me hakkasime linna noortega tegelema, siis ma ütlesin igale tiimiliikmele, et 8 aastaks sa pead pühenduma, et töötada nende Быстрого teismelistega. результата не будет, но ты должен быть готов каждый день идти к ним. Kiiret tulemust ei tule, aga sa pead olema valmis minema ise nende juurde. Проводить с ними время. Veetma nendega aega. Чувствовать их нужды, их дыхание, чтобы понимать, в чем они нуждаются. Tundma nende hingamist, milles neil on vajadus. Когда мы проводим с ними время, мы начинаем понимать, кто они. Когда мы идем к ним, мы достигаем их. Kui me veedame nendega aega, siis me saame aru, kes nad on. Kui me oleme nendega, siis me saame neid kätte. Если не верите мне, то задайте себе вопрос. Сколько случайно прохожих зашли в вашу церковь за последние 10 лет? Kui te ei usu mind, siis ise küsige enda käest, kui palju inimesi on juhuslikult sattunud kirikusse 10 aasta jooksul. Ну, я не имею в виду, которые зашли, ошиблись и ушли, которые и остались. No ma ei räägi nendest, kes on sisse tulnud, kes nagu eksisid ära ja läksid ära, aga kes on reaalselt jäänud kirikusse. В нашей церкви был один. Он был 2 раза на собрании и больше не появлялся. Meie koguduses oli üks inimene, kes 2 korda oli meie kirikus ja pärast ta ei tulnud enam kohale. И последнее. Ja viimane. Для работы с детьми, с подростками или с молодежью. Et töötada teismeliste lastega, noortega. Будь их другом, христианином. Ole nende sõber, kristlane. И причем этот друг христианин должен быть вместе слитно в едино. Ja see just sõber, kristlane peab olema see ühendus. Не просто друг, который с ними тусит, развлекается и веселится. Mitte lihtsalt sõber, kes hängib nendega ja teeb igast fun'i. И не просто христианин, который смотрит и говорит, здесь ты неправильно сделал. Ja mitte ainult kristlane, kes alati ütleb, et nii ei tohi Христос и teha. Библия не этому учит. Jeesus ei õpeta sellist asju piiblis. Надо быть другом, христианином, тем, кто посвящает себя для кого-то. Peab olema see kooslus, sõber, kristlane, kes pühendab ennast temale. Вспомнил один пример о дружбе, насколько это важно, посвящать себя подросткам, Tuli üks näide молодежи. meelde sõprusest. Просто за историю, что было множество людей, которых... Я несколько раз был в психиатрической больнице, потому что подростки после суицида отправляют сразу туда автономно. Oli väga palju kohtumisi. Ma olen olnud psühhiaatri haiglas, kus ma olen kohtanud teismelisi, kellel olid enesetapumõtted. Много общался с родителями, которые были на грани срыва. Palju suhtlesin vanematega, kellel oli juba täitsa katus sõitis. И вот одна такая небольшая история. Ja üks selline väike lugu. К нам приходила девушка, и я узнал, что ее мама
очень плохо говорит о нас, обо мне. meie juurde käis üks tütarlaps, kelle kohta tema ema minu kohta rääkis halbusid asju. В ее понимании мужик 30+, собирает вокруг себя девчонок и мальчишек. Но она видела только девчонок 16, 15, 14, 17 лет. Tema arusaamise järgi mees 30+ koguneb enda ümber teismelise enamust nagu tütarlapsi. С этим мужиком что-то не так. Selle mehega pole kõik korras. И она узнала впоследствии, что не только сама так думала, но и об этом говорила еще нескольким человекам. Ja ta oli teada, et mitte tema ainult ei mõtle nii, vaid ka mitu lähedast inimest mõtlesid samamoodi. Но однажды ночью она звонит мне, Aga ükskord öösel ta helistab mulle, этому странному мужику, sellele imelikule mehele, в слезах, потому что ее дочь закрылась в туалете и напилась таблеток. nuttes, sellepärast et tema tütar pani ennast kinni WC-sse ja võttis hästi palju tablette. Потому что она понимала, говорит, что она не знает, кто может ей помочь. Ja ema ei teadnud, kes saaks teda aidata. После этого случая она звонила и говорит, возьмите ее, возите в церковь. Если она дома на домашнем аресте, но если вы куда-то идете, только с вами или с вашей командой. Если вы скажете, что это хорошее место, я туда разрешу своей дочке. Pärast seda juhtumit tema alati helistas, ütles, et võtke ta igale poole kaasa, isegi kui ta on koduarestis, ükskõik kui te lähete, võtke ta kaasa. Это не потому, что сейчас выглядишь, что я такой хороший, нет. Et see ei ole sellepärast, et ma olen mingisugune hea inimene. Господь сделал такое сердце мое, что я не мог пройти мимо нужды и посвящал себя подросткам. Jumal muutis mu südame selliseks, et ma ei läinud mööda sellest teismelisest noorest. Сегодня Господь хочет, чтобы вы посвящали себя для того, чтобы будущее было у тех ребят, которые вне стены этого здания. Täna Jumal tahab kasutada teid, et neil noortel ja teismelistel oleks tulevik, kes on väljaspool neilt seinu. Повторю 4 пункта и аминь и уйду. 4 punkti ma kordan üle ja ma lähen ära. Начни с себя. Ei lähe ära. Молись. Alusta endast, Молись о команде. palveta meeskonna pärast. Иди к ребятам, а не жди, пока они сами подойдут к тебе. Mine teismeliste juurde, ära oota, et nemad tulevad sinu juurde. Будь их другом, христианином. Ole nende sõber, kristlane. Аминь. Amen. Amen.